В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлиба Раджабова. Добрый вечер. Таджикистан – страна глобальных водных инициатив. В популярных изданиях Пакистана на английском и урду опубликованы статьи под общим названием «Республика Таджикистан является флагманом в области водных инициатив», посвященной глобальным инициативам основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в области водных ресурсов. Тему продолжит Шахло Бердиева. Республика Таджикистан является флагманом в области водных инициатив. Под таким общим названием в популярных изданиях Пакистана на английском и урду опубликованы статьи, посвященные глобальным инициативам основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в области водных ресурсов. В статьях прокомментированы 5 глобальных инициатив президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Международный год чистой воды 2003, Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005-2015, Международный год водного сотрудничества 2013, Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы и объявление 2025 года Международным годом сохранения ледников. В издании подчеркивается огромное значение этих водных инициатив в решении мировых водных проблем. В обобщении статьи отмечено, что инициативы президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в области водных ресурсов направлены прежде всего на укрепление сотрудничества и регулирование отношений в этой жизненно важной сфере, прививают новый взгляд на использование водных ресурсов в регионе и мире и прокладывают путь к достижению целей устойчивого развития. Отметим, что в июне текущего года в рамках Душанбинского водного процесса в столице Таджикистана состоится 3-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Ранее в Душанбе успешно проведены 2 душанбинские конференции по водному десятилетию действий в 2018 и 2022 годах. В рамках 3-й Душанбинской конференции по водному десятилетию действий правительства Таджикистана нацелено обеспечить платформу для отслеживания и продвижения итогов конференции ООН по водным ресурсам 2023 года. Душанбинский водный процесс – платформа для политического диалога, партнерства и действий. 2024 год объявлен в Таджикистане годом правового просвещения. Специалисты отмечают, что правовое просвещение – это универсальная форма деятельности, в осуществлении которой основную роль играет образовательная сфера. Правовое просвещение сегодня представляет собой не просто специально организованную деятельность государства и общества, а выступает в качестве самостоятельного направления государственной политики. Основы государственной политики направлены на формирование в обществе устойчивого уважения к закону, повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровня осведомленности и юридической грамотности, внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм. Правовое просвещение направлено на разъяснение основополагающих прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, а также способы их защиты и реализации. Необходимо отметить, что правовое просвещение представляет собой не только деятельность государственных органов, должностных лиц, а также общественных институтов по разъяснению правовых знаний в обществе, повышению правовой культуры, правосознания, но и деятельность самих граждан по повышению собственной правовой культуры и правосознания, так как они должны повышать свою собственную правовую культуру, уважать законы и соблюдать их предписания, а также уважать права и свободы других лиц. Целью принятия данного указа является повышение уровня правового просвещения граждан, укрепление института прав человека, повышение статуса закона, воспитание граждан в духе уважения к нему и обеспечение верховенства закона. Одним из достижений периода независимости Республики Таджикистан и правовой жизни является принятие Конституции Республики Таджикистан.
В честь данной исторической даты 30-летия Конституции в своем послании президент страны, парламенту, Маджлис Оли Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон объявил 2024 год годом правового просвещения. Под правовым просвещением понимается, как правило, целенаправленная систематическая деятельность государства и общества. Осуществление указанных мер обеспечивает высокую ценность человека, его прав и свобод, способствует уважению и соблюдению Конституции Республики Таджикистан, других законов и нормативных правовых актов, повышению чувства патриотизма, укреплению интереса граждан к знаниям в области права, расширению доступа граждан к правовой информации, активному участию граждан в правотворческой деятельности и снижению уровня правонарушений. Аминджон Набиев, Дильшоди Хушбахт, новости. Древний Пинджикент – один из лучших исследуемых археологических памятников на территории Центральной Азии, благодаря масштабу раскопок и былому величию города, хранящего великие богатства. Зумрат Файзиева раскроет некоторые тайны этого древнего городища. 1500 лет руины Пинджикента хранили свои тайны. И теперь в последние десятилетия археологам удается по крупицам воссоздать картину быта и жизни древнего города. С середины 1960-х годов на месте разрушенного городища ведутся раскопки. Сегодня ученым удалось частично воссоздать облик городища. Здесь с 5 по 7 век нашей эры жили сагдийцы, предки современных таджиков, живущих в Зиравшанской долине. Тогда это был большой, хорошо укрепленный город, который жил в основном за счет контроля торговых путей из разных городов и стран. Сагдийцы воспринимали многие достижения великих цивилизаций своего времени. Поэтому в их искусстве можно обнаружить и византийские, и иранские, и индийские черты. При всем том, само сагдийское неповторимым стилем, отличавшимся разнообразной тематикой. Свидетельством тому сагдийская живопись, в которой отразились литература, фольклор, обряды и обычаи сагдийцев, о которых до начала раскопок в Пинджикенте почти ничего не было известно. В городе жили купцы, которые вели караванную торговлю по Великому Шелковому пути, протянувшемуся от Рима и Византии до Китая. Одна из трасс этого пути проходила через Пинджикент. Пинджикент дает особенно полное представление о городской культуре не только Сагдианы, но и всего Великого Шелкового пути. Сагдийцы древнего Пинджикента были не только крупнейшими организаторами международной торговли в Азии. Благодаря им многие культурные ценности одного народа Азии становились достоянием народов весьма отдаленных регионов. Сагдийцы почитали красоту и величественность и, строя трехэтажные дома, украшали свои жилища прекрасной живописью. Часть этого декора, в основном фрески, статуи, а также золотые украшения, сохранились до наших дней. Они доступны для обозрения в музеях Таджикистана, России и других стран. Древний Пинджикент – это памятник 5-8 веков нашей эры. На западе этот памятник у нас знаменит как Восточный Помпея. Древние пинджикентцы были одними из лучших искусными зодчими. Они были хорошими торговцами, так как древний Пинджикент, этот памятник, прямиком связан с одной из ветвей Великой Шелковой пути. То есть они занимались торговлей, они занимались резьбой по дереву, в ирригационной системе они занимались созданием керамических труб, связей разных, они занимались резьбой по алебастру, керамикой и в том числе другими видами искусства. Благодаря находкам из древнего Пинджикента мы можем понять, как жили сагдийцы 15 веков назад, чем увлекались, как строилась дорожная сеть в Центральной Азии, как прокладывались улицы городов, какие товары проходили по Великому Шелковому пути и многое другое. Богатый декор жилищ Сагдианы, яркая настенная роспись, а также бытовые вещи, одежда, посуда, редкие сохранившиеся записи, монеты, украшения способны более точно ответить на вопрос, чем жил древний восточный город в
1500 лет назад. Поэтому руины каждого такого жилища – настоящий тайник для исследователей. Под слоем земли здесь можно найти целый клад. К сожалению, богатый, красивый и аристократичный Пинджикент был предметом зависти и в первой четверти VIII века был разрушен завоевателями и спустя 20-30 лет окончательно запустел. По мнению экспертов, древний Пинджикент – один из лучших из исследуемых археологических памятников на территории Центральной Азии. Именно благодаря масштабу раскопок и былому величию города, даже спустя 1500 лет хранящего под толщей грунта великие богатства. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушбахт. Новости. 8 мая 2024 года Управление агентства труда и занятости населения города Душанбе и его подведомственные организации проводят общегородскую ярмарку свободных рабочих мест и вакантных должностей. Ярмарка будет проходить на территории сквера имени Куйбышева, находящего напротив открытого акционерного общества «Садбарк» по проспекту Рудаки, 10. На ярмарку приглашаются принять участие руководители и начальники отделов кадров, организации, которые имеют разрешение со стороны миграционной службы, Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан для отправки трудовых мигрантов за пределы республики, представители предприятий, организаций и других работодателей города Душанбе. Тем, кто не имеет специальности, будут предложены и выписаны направления на краткосрочное профессиональное обучение или переподготовку в государственные учреждения Центр обучения взрослых Таджикистана, действующих при Агентстве труда и занятости населения Республики Таджикистан. Квалифицированные работники, ищущие работу, приглашаются принять участие на ярмарке вакансий. Начало ярмарки в 9:00 утра. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.